Детство – время познаний и грез. Это первая ступенька к формированию того, какими мы будем, кем станем и что возьмем в грядущее. И только сила нашего желания определяет, исполнятся ли наши мечты. Именно это останется в памяти будущего. Аким Джемилев родился в Крыму 9 мая 1918 года в селе Кучукозень под Алуштой, ныне Малореченское. Вскоре семья Джемилевых переезжает в Симферополь, где Аким заканчивает профтехучилище. Пластичный и музыкальный юноша знакомится со своим будущим наставником, танцором и хореографом Усейном Баккалом. Отец рассказывал мне, как однажды к нам в гости пришел дядя по маминой линии с подростком. Ему было лет 15. Приятной внешности, высокий. Оказывается, это был Аким Джемилев. Родственник наш попросил моего отца обучить его танцам. «Возьми его к себе в ученики. Мальчик очень хочет научиться танцевать», — попросил он. Отец согласился. Аким несколько лет посещал танцы. Уже в 1936 году 18-летний Аким Джемилев становится солистом государственного ансамбля танца Крыма, театра оперы и балета. Его коронными номерами становятся крымско-татарские танцы Агарава и Чобан Ойна. Репертуар молодого артиста разнообразен. Его дополняют танцы народов СССР – грузинские, армянские, азербайджанские. Молодой талантливый танцор довольно быстро завоевывает сердца зрителей. Уже спустя 2 года Аким Джемилев становится лауреатом фестиваля творчества народов СССР в Москве. Победа окрылила и воодушевила юношу. Вскоре Акима Джемилева призывают в армию. Артист становится артиллеристом. Он принимает участие в обороне Сталинграда, участвует в сражении на Курской дуге, в освобождении Белгорода, Харькова, Александрии, Кировограда и Киева. Отличился в боях за Дрезден и Прагу. Аким Джемилев был награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. Имел 25 благодарностей. Однако одним из самых важных боевых сражений можно считать форсирование Днепра, где подвиг бесстрашного артиллериста бесспорно заслуживал звания Героя Советского Союза. Вы представьте себе картину. Идут плоты, идут маленькие катера, везут на тот берег вооружение, везут на тот берег солдат и так далее. Крепко укрепленный правый берег реки Днепра огромными количествами снарядов от артиллерийских орудий, от тех бомб и пуль, которые бросают им на голову летущие летчики Люфтваффе, то там перевернулся какой-то катер с народом, то здесь плот перевернулся, то это все взорвалось, поднимается все вверх. Но как бы то ни было, в этой кипящей боевой действиях волне на своем плоте расчет Акима Джемилева доставляет орудие почти практически к берегу. У самого берега в них рядом попадает снаряд. И вот этой взрывной волной наклоняет плот. И с лафета начинает спускаться пушка. Аким своим титаническим трудом выравнивает оружие, дает заряд оружия и тут же начинает стрелять по вражеским укреплениям и по вражеским танкам. Вот непринятое правило в годы войны за форсирование Днепра в 1943 году большей части людей награждали званием Героя Советского Союза. В
промежутках между боями Аким снова артист. Своими песнями и танцами он скрашивает тяжелые будни бойцов, а затем вместе со всеми идет в бой. Во время войны, между боями, мы использовали каждый промежуток, дабы воодушевить и окрылить наших солдат. Мы танцевали, пели для наших сослуживцев. Так мы пытались скрасить их будни. А затем снова и снова шли воевать. 9 мая 1945 года друзья-земляки Нусрет Шабанов и Мустафа Бекташ решили отметить день рождения уже старшего сержанта Акима Джемилева. Поднимаются бокалы за его здоровье, как вдруг раздается грохот канонады и пальба. Это был залп победы. Радости и счастью нет предела. Теперь, наконец-то, все могут вернуться домой, к своим семьям в родной Крым. Но окончание войны еще не знаменует заветное возвращение домой, а готовит новые испытания. Аким, который находится на то время в составе советских оккупационных войск в Праге, получает новое, ответственное и довольно опасное задание, то бишь за кратчайшие сроки подготовить хореографию праздничного концерта, посвященного победе в Великой Отечественной войне. В Праге был назначен совещание всех командующих союзных войск. И вот для того, чтобы после их совещания показать им концерт, за неделю раньше была приглашена группа тех, кто имел к этому отношение, включая даже, вы знаете, что таких корифеев, как Борис Моисеев и так далее, но они приехать не смогли. Вернее, большей части испугались. Почему? Потому что я вам расскажу. При этом совещании, при проведении, он был в городе Прага, столице Чехословакии, в концертном зале «Люцерн». Вы представьте себе 3 ряда ограждения танками на случай, чтобы все-таки вот те частично оставшие подрывные группы случайно не прорвались. Вот. И под большим секретом этот вопрос организовывался там. Ну, Аким Джемилев был уполномочен представлять как балетмейстер этот концерт. Многие, кто участвовал в этом концерте, вспоминают, что за малейшую оплошность на сцене грозила смертная казнь. Это была страшная нагрузка на солистов этого ансамбля. Выдержали. Так, в сентябре 1945 года в театре Люцерна в Праге состоялся грандиозный концерт. Концерт продлился 7 часов, почти до часу ночи, и имел неслыханный успех. Аким Джемилев солировал в русском и цыганском танцах. Позже в повторном концерте исполнял осетинскую лезгинку, украинскую и красноармейскую пляски. Но торжественный концерт был покорен исполнителем темпераментного и бесстрашного танцора Акима Джемилева, близким его сердцу танцем хайтарма. Весной 1946 года Акима наконец демобилизуют, но надеждам вернуться в Крым не суждено сбыться. Их направляют в Среднюю Азию. Позднее он и его товарищи узнают, что все крымские татары были депортированы из Крыма. По приезду в Ташкент Аким направляется в комендатуру. Там узнает, что вся его семья в Бекабаде. Фронтовика гложет только один вопрос: ради чего он защищал родину? Чтобы сегодня оказаться на чужбине? Ответа нет. Вместо этого он,
Фронтовик Аким Джемилев – спецпереселенец, не имевший права выехать за пределы населенного пункта под унизительным присмотром спецкомендатур. Но жизнь не стоит на месте. Талантливого танцора приглашают на работу солистом в Ташкентский областной театр города Янгиюль. На масло- и хлопкоперерабатывающих заводах города он создает коллективы художественной самодеятельности. В 1952 году Парторг с дирекцией хлопкового завода дает распоряжение коллективу Джемилева принять участие в празднике урожая, концерт которого пройдет в Ташкенте. Аким, будучи руководителем ансамбля, был обязан поехать, но он ответил, что без разрешения коменданта не может покинуть город. Парторг завода пообещал, что решит этот вопрос, созвонившись с комендатурой. Концерт прошел на ура. Артисты награждены подарками, коллективу вручили почетную грамоту. Однако на следующее утро Акима Джемилева ждал неприятный сюрприз. Открыто, входите. Джамилев Аким, Да. вы арестованы. Проследуйте за нами. За нарушение приказа коменданта, за самовольный выезд за пределы города вы будете наказаны, Джамилев, лишением свободы до 25 лет. За что? Я принимал участие в освобождении Киева, Харькова, Александрии, Белгорода. Я воевал в Сталинграде. Отставить! Лейтенант, объясните, что происходит. Гражданин Джамилев нарушил условия комендантского режима и отказывается подписывать протокол. Личное дело. Я фронтовик. Воевал в Сталинграде, на Курской дуге, форсировал Днепр. В промежутках между боями танцевал для бойцов, чтобы скрасить их будни, а затем снова шел в бой. Почему я и мои друзья, фронтовики, крымские татары, прошедшие войну, ищут свои семьи здесь, в местах изгнания? Почему мы с боевыми наградами и благодарностями вдруг в одночасье оказались предателями, изменниками Родины? За моей резолюцией дело прекратить. А вам орденами и медалями, добытыми кровью и потом, не разбрасываются. Собирайте и свободны. Тиран умер. После отмены комендантского режима крымские татары могут свободнее передвигаться, однако дорога в родной Крым по-прежнему закрыта. В это время Аким находит друзей, коллег, вместе они создают коллектив профессиональной крымской сцены. А вскоре создан ансамбль песни и танца крымских татар, руководителем которого стал Ильяс Бахшиш, а балетмейстерами Усейн Бакал и Энвер Алиев. Позже он был переименован в Государственный ансамбль Хайтарма. Джемилев работает там балетмейстером и солистом с 1957 по 1979 года. Поставил более 70 танцев, в их числе и танцы народов мира. В 1939 году соединили два ансамбля. Это ансамбли Крым и Ялтинский, которые назвали Государственным ансамблем песни и танца. Он изначально не был назван Хайтармой. Художественным руководителем стал Яя Шерфединов, а балетмейстером Усейн Бакал. Потом присоединились Селиме Челебиева, Анифе Шулакова, Рустем Газиев, Рифат Асанов. Это был прекрасный ансамбль.
Его солистом стал Аким Джемилев, уже профессионал своего дела. Талантливый балетмейстер участвует также и в национальном движении своего народа. В составе делегаций соотечественников несколько раз выезжает в Москву. Все же в 988 году, после перестройки и массовых акций крымских татар, Аким Джемилев наконец-то переезжает в Крым. Теперь уже на родине он вместе со своими единомышленниками Сулейманом Умеровым, Айше Диттановой, Мухсимом Османовым и Сидхалилом Османовым, а также Ильясом Бахшишем участвует в создании Крымско-татарского драматического театра. Проделав титаническую работу, инициативная группа добивается своего. В 1989 году театр открывается. Его художественным руководителем становится Ильяс Бахшиш, а балетмейстером Аким Джемилев. В 1994 году Акиму Джемилеву присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины. В Симферополе проходит юбилейный концерт, посвященный 75-летию талантливого танцора. Поздравить именинника пришли первые лица автономии, а также родные, коллеги и друзья. Sanatsever, kara kaşlı, can başlı, orta boylu, namlu soylu, işkırlığın kararı yok, aki, kartlığın zararı yok. Так Джемилев в последний раз выйдет на сцену с Селиме Челебиевой под прекрасные звуки знаменитого танца «Агарава». Зал приветствует своих любимцев бурными и искренними аплодисментами, долго не отпуская их со сцены. Итоги подведены. Народное искусство – это лицо и история любого народа. Поэтому самое главное – сохранить фундамент народного искусства. Вот, чтобы сохранить наше народное искусство, я около 60 лет провел свои бодрые годы, значит, на сценах создания нашего народного искусства. Аким Джемилев прожил достойную жизнь. Его сердце остановилось на 84-м году жизни в ночь с 10 на 11 декабря 2001 года. Но дело его жизни продолжилось в танцах и творчестве его учеников, а память о нем хранят близкие ему люди. Значит, его взял себе Всевышний как святого человека. И вот на сегодняшний день часто рассматриваю все вот воспоминания его друзей и все прочее. Я вижу, что уважение, он был очень сильный духом. Внешне, понимаете, он был очень ласковый, добрый, с улыбкой. Его никто не видел. О нем говорили, что он не обидит муравья. На самом деле это была очень такая фигура. Характер у него был очень мужской, жесткий. Он никогда не ругал. Высокий, красивый, очень воспитанный. Уровень его интеллекта был очень высоким. Он был очень талантливым. Это все, что я о нем помню. На сегодняшний день такого талантливого танцора, как Аким Джемилев, нет. Я сама артист, танцевала почти 20 лет, поэтому я знаю, о чем говорю. Аким Джемилев заслужил уважение и славу благодаря артистическому таланту и мужеству артиллериста, проявленного в боях. А для нас, крымских татар, он был и остается истинным сыном своего народа, темпераментным танцором, талантливым хореографом, настоящим артистом и любимцем публики. Пусть над могилой твоей горит свет звезды, которую не вручили. Имя твое мы в душе храним, верного крымского сына. С народом своим ты был не один, тебя вся страна любила.